7 государств и 70 субъектов нашей большой страны. Это уже 24-я научно-практическая конференция, посвященная вопросам сохранения окружающей среды. В зале ведущие биологи России, которые говорят о том, как спасти флору и фауну от негативных последствий. Научно-практическая конференция стала целой серией форумов, которые проводятся во всех регионах России. В этом году мероприятие посвящено 30-летию со дня образования Ингушетии. Тема обсуждения – биологическое разнообразие Кавказа и Юга России. Ученые уверены, что сегодня все силы сообщества должны быть направлены на изучение флоры и фауны нашего края. Кавказ является одной из самых уникальных экосистем, богатой своей природой, которая до конца не изучена. Разнообразие, естественно, очень большое. Экосистемы есть очень интересные. Но как специалисты мы опять же четко понимаем, что чем более серьезная экосистема, чем она более богатая, тем она более уязвимая. И вот поэтому сохранить очень много труда нужно приложить для того, чтобы это всю эту красоту сохранить. Важно обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. Всемирный союз охраны природы выделил 7 факторов потери биологического разнообразия, основными из которых являются загрязнение окружающей среды и безрассудное использование человеческих ресурсов. Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете является охрана редких исчезающих видов животных и растений, а также бережное отношение к природе. Я последние десятилетия наблюдаю за климатическими условиями, складывающимися в Республике Ингушетия, по всему Северному Кавказу. Значит, природа на нас не работает. Настолько изменились климатические условия до неузнаваемости. Прямо мы видим, происходит исчезновение редких, исчезновение видов растений, животных. Профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова Галина Агуреева считает, что регионы с горной местностью особенно нуждаются во внимании экологов и биологов. На конференции специалисты уделяют внимание каждому богатому уголку Кавказа, в частности и горной части Республики Ингушетия. У нас горы занимают достаточно большую площадь, да, почти больше 40% территории России. И поэтому проблемы горные и сохранение редких, уязвимых видов и сохранение экосистемы – это одна из основных задач устойчивого развития наших горных территорий в том числе. Конференция, она как бы определенный срез нашего понимания, да, экологии, понимания сохранения биоразнообразия. И поэтому все, что вот новое накапливается, это все-таки результаты последних исследований, мы получаем такую общую картину развития географии, биоразнообразия, экологии. Для всех, кто живет на Кавказе, кто занимается изучением кавказской фауны и флоры, это, конечно, чрезвычайно важно. И то, что Ингушский государственный университет сейчас как бы взял на себя вот эти конференции, это очень важно. И я думаю, что для коллег Ингушского университета и, конечно, для нас. Мы здесь собираемся сейчас, это очень сложно в современной ситуации сложившейся, но мы встречаемся, мы приезжаем, мы обмениваемся опытом, мы делаем свои сообщения о тех исследованиях, которые мы проводим. Мы помогаем друг другу. Такие конференции, они чрезвычайно важны. В этих конференциях, организуемых этим университетом с 2019 года, эти конференции все время проходили онлайн, но сейчас есть возможность посетить этот университет, тем более юбилейная дата, и поэтому я вот приехала с аспиранткой. Мы будем докладывать о состоянии эколого-геохимической оценки Меклетинских озер, это заказники, и биохимический состав растений. Ингушский государственный университет традиционно выступает площадкой проведения таких международных научно-практических конференций. Во-первых, это обмен опытом. У каждого вуза есть свои накопленные теоретические и практические знания, которые всегда будет интересно применить. В контексте конференции буквально бегущей строкой идет проблема именно включения нашей научной молодежи в проблему взаимодействия, да, в этой области, в научной области, практической области. Конференция
на базе научной школы молодых ученых организовано. Это с обязательным включением наших студентов, молодых исследователей, скажем так, нашего будущего, наших будущих ученых. И именно взаимодействие с уже сложившимися практиками, обмен опытом с учеными позволит им в дальнейшем в своей работе использовать эти рекомендации, которые сегодня будут вынесены. На базе университета мы сотрудничаем со многими субъектами России, не только обсуждая эти вопросы, но и реально принимая решения для их реализации. Поэтому у нас есть общие проекты, общие вопросы, которые мы надеемся, что общими усилиями мы сможем внести свою лепту для сохранения биологического разнообразия. Есть возможности получить новый опыт, потому что есть с различных регионов преподаватели, профессора, которые делятся своими знаниями, и это очень полезно бывает для нас, потому что мы можем использовать все это на данный момент в наших дипломных, наших работах. Мы находим новые виды, пытаемся их сохранить. Естественно, мы пытаемся все это собрать. Мы выезжаем на практики, мы бываем в Джайрахе. В этом году мы были в Алкуне, находили очень много новых видов, пытались их сохранить, находили даже краснокнижные. Участники надеются, что международная научно-практическая конференция позволит сформировать единое образовательное и информационное пространство. Форум продолжит свою работу изданием сборников научных материалов. Рина Цичоева, Адам Далаков. Новости 24.